информационная программа «Вести Кудымкар Велиштианкат», студия Арина Батуева, Бур-Рыт Талнопускан. Олана Петисвиль аудиокнига «Компермятская сказка из Индис» презентуется около министерства он. Юсинский район источена природные объекты Зилишогмис Вильнебаг. Резонансный случай Исылиш Анегижен на интернет-лансетин и Байтнагагар. Кудымкарын дом ребенка Анкулис Учеткага. Октябрь шижимат луна, суббота. Кудымкариш аймамлан попечению то кольчам челядлан центрен шогмищакат шог. Кулис Учеткага. Зоночка лавали валиш куем месяц. Они специалисты изучают на документы. Пермский край жгуводелан главное следственное управление, следственная часть. Дом ребенка аншогман случая черти, ну это проверка. Кудымкарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту смерти двухмесячного ребенка на территории города Кудымкара. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются причины смерти, для чего проводятся проверочные мероприятия, а также комплекс экспертных исследований как раз для установления причины смерти. Гожимша каникулы с помощиса и абитуриенты вели шлоктиса величины Кудымкариш величан заведение за студенты с Кудымкарский нима полиция межмуниципальный отделищ инспекторез нуота натория удж. Но закончу гэммес и мощнееча. Они подаланиш инспекторы чулота на рейдес, когда коста ведет на эмошьян несовершеннолетние из атырн даских час борщань. Начался учебный год. С первых же дней сотрудниками полиции проводятся мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных организаций, создание условий для развития у детей навыков соблюдения личной безопасности, правил поведения в общественных местах, профилактики асоциальных проявлений в отношении детей и подростков со стороны взрослых. Однако за первый месяц учебного процесса уже имеются факты употребления спиртных напитков несовершеннолетними подростками. Также зафиксированы неединичные факты самовольных уходов несовершеннолетних из общежитий. Все правонарушения сотрудниками полиции, конечно, пресекаются. В ходе анализа материалов проверок видно, что родители недостаточно осуществляют контроль за своими детьми. Напоминаем, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних наступает административная ответственность по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Доступная медицина картует расшамаш. Тадисмян корреспондент Дмитрий Буланов. Пенсионерка Тамара Власова порой ждет скорую помощь по 3, а то и 4 часа, несмотря на то, что ее деревня находится недалеко от районного центра. Все это из-за того, что дороги нет, медики порой идут пешком. Да не всегда, потому что дороги, видишь, какие плохие. Нельзя ехать. Заезжает когда-то, дороги-то хорошие, когда так. Но замерзает, ведь заморозки-то будут так, тогда будут дороги-то хорошие. Колеи, грязь. Проехать можно только на полноприводном внедорожнике. По словам врачей, в Юсинском районе в 12 деревень и поселков в Распутицу проезд практически невозможен. Мне дали, как 30 сентября я дежурил ночь с деревней Дмитриева. Мы с водителем женщину 78 лет с нарушением мозгового кровообращения носили 200 метров, наносил до машины. Ну, что делать? Машину бросаем, идем обслуживать. А где-то и пешком не дойти. К примеру, в деревне Тукачева непроезжий 17-километровый участок. Там живут 300 человек. Чтобы добраться до скорой помощи, люди нанимают тракторы. По бездорожью ехать приходится по 2 часа. Местные жители уже привыкли к тому, что когда скорая помощь не может добраться до их деревни, то им самим приходится идти навстречу машине. Либо медики пешком идут до дома. По словам местных чиновников, такая ситуация с бездорожьем в Юсинском районе дважды в год. В Распутицу в большинство деревень идут полевые дороги, за которыми практически не следят. Ремонтировать будут только там, где проезд уже невозможен. Это, к примеру, Тукачева, Подволошина, Бажина. В первую очередь мы ремонтируем те дороги, которые идет автобусное сообщение и перевозят учащихся на автобусе, на школьном. А потом уже до дороги уже до других деревень. То есть говорите о том, что в этом году или в следующем году там появится? Да, но невозможно. В других населенных пунктах ремонта не будет, так как денег нет. По словам Тамары Власовой, это ежегодная отговорка, ведь проблема не сиюминутная, а повторяется из года в год. А дороги как не было, так, видимо, и не появится. Главное до заморозков дожить, тогда и проезд до деревни появится. Дмитрий Буланов, Денис Зульцев, Вести Пермь.
Компермятский округын очлан зоротына проектез, кадналойса этнокультурные проекты злан конкурсын вермищезан. Они оланы петис вел аудиокнига. Округлан министерство учат залын ыкшеме застацитаны сказка эскат, каднаважини тыцаш, но первыш гураланы Компермятская. Объединение патриот того участвует из Компермятской округлан делает черты министерства этнокультурные проекты злан конкурсын и петис победители сколаса. Они презентуют Ашис Удж. Мы подготовили аудиокнигу, называется «Олысы да Велысы». В ней входит 10 сказок на компермятском языке. Причем это очень популярные сказки на русском языке. Их перевели в 1937 году, в 1942 году наши основатели компермятской литературы Михаил Лихачев. То есть это очень хорошие переводы текстов. Они долгое время лежали в музее. И вот у меня созрела такая идея все это превратить в аудиозаписи. Ну, скажем, у нас «Колобок запел». В начале проекта этого не должно было быть, но вот у нас есть актриса, как поющая. В результате у нас поющий «Колобок», он поет на компермятском языке, и я считаю, что это здорово. Этот диск у нас будет распространяться по детским садам и школам Коми-округа. Да, сакмыс этнокультурный проект иш эксперты с Бориса Вита, автор излан идея гижны уласа да выласа переводен жили да были нима аудиокнига. Учредитель взла Йона Гленичис. Нас этот проект привлек прежде всего своими практическими результатами, поскольку в результате записано 10 русских народных и авторских сказок, 7 известных сказок, которые прозвучат на компермятском языке. Особенно привлекло то, что они в переводе наших классиков. Михаила Павловича Лихачева, Степана Ивановича Караваева, Тупицына. То есть это давнишние переводы, но тем не менее они очень качественные, они очень понятные и доступные всем людям, которые владеют компермятским языком. В общей сложности на конкурс на проект победителей было выделено 400 тысяч рублей, но в частности вот на этот диск 97 тысяч рублей. Отлан авторискат компермятской сказкой злан дисквылны уджалиса Максим Горький компермятской драматической театрищ нёля актер Александр Федосеев, Мария Ермакова, Марина Рукавицына и Татьяна Савельева. Актер из Лудетиса да сказка удж дэнджизне кокнет, но зэв интересной. Я читала сказку Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях». Вот. И читала сказочку «Маша и медведь» на компермятском языке. Перевод Михаила Павловича Лихачева, классика нашей литературы компермятской. Но что меня поразило, я сама закончила национальную школу, и компермятские книги на компермятском языке мы как-то брали в библиотеке, читали. Но вот это... Чтобы сказка о мертвой царевне и 7 богатырях, классику Пушкина, я такого не помню. Вот я вообще считаю, что это событие поразил язык. Вроде бы он простой, но тем не менее он такой емкий, образный, и перевод получился. Нынешнему поколению, нынешним ребяткам, я считаю, что повезло, и пусть слушают с удовольствием, радуются и изучают компермятский язык. Матынкада аудиокнига Локтас округиш быдвела чанина и челят сада. Радейтана рочка был народный, а сиджа Корней Чуковский да Александр Пушкин тыца сказка из. Нитуяска взыны компермятская. Аудиокнига сказка из. О рыбаке и рыбке, о царе Салтане, теремок, колобок, репка и нельки мойдодыр да мадикаш. Не великой мещандозой выдлатать самой до дыр. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести, Кудымкар. Выдбоноклан командир. Юсинская районная библиотека иш уджалище чулотиса конкурс, кадалан итоган лоис книга, а сылан авторизан Юсинская районная школа эзиш велатищез. Это Илиш вещащас мен корреспондент Людмила Дмитриева. Конечно, мы работаем с собой, чтобы прославить наш парк, когда один бурок решает меня село. Кристина вишташис миянла мамудана радейтем елиш. Сия донта ашис посад и карсия кориса гижны сыпондата чана места елиш, то ныв как учишис уджберда. Юашис парижик езлиш парклан история елиш вовлистача. Кормил джалима
Мия Лыдима 158 пу, 76 ясный липоец, 33 березец и 6 кедрец и эстен парка сотик вяз. Природалан это торус аща моя шейсиен, мы видя аспочкас эшеку им объект. Это из, когда отирланки вещерти от сала вещкотны бытко чыгаттез, вежа мортезла памятник давичку. Это шань и бырьиса этшем тема, шуис проектлан юралыш. Парк с Миан Пандау Дендона, Сиамиан главное сокровище, главная достопримечательность Миан Челуас. Пояс вековыш, ныла у нас же к ничем 100 год. Мам муради тысяч Ющвинский район не еча. Эт быт посаден позже один сетшем торок, когда лоис бы кинка понда щеломви. Чудеса не за горами, это джвалышуан проект, когда ланшер могут лоис чукортны этла Юсинской районыш меттечана природные объекты зилыш информация. Вот эта книга у нас содержит 3 раздела. Первый раздел – это особо охраняемые территории Юсинского района регионального значения. Второй раздел книги – это у нас особо охраняемые памятники природного Юсинского района местного значения. Это в основном парки. А третий раздел вот именно посвящен тем природным территориям, объектам, которым не придан еще вот этот статус памятника, да? Но ребята очень хотели, чтобы это все сохранилось для последующих поколений. Книга тырис уджезан сечем объекты зилыш, кыш бытца паркез и нельки торья пуя зилыш. Эмаш видетом объекты сколасын ты данюр. Зыв ащама – это коммуна деревня ищ аллея. Шижимда скык 72 пу, нёльшо 400 метров вылын. Киникер садитис это аллеяса, они не кинни озвермы виштавны. Это кезан версия черты, это керис опытный участок ищ агроном. Мадикке же шоны, что Эдшамбург жинтатиш олышезла кериса к купец. Это объекты лишь сыджа позже аджины уна интереснеса вильне богиш. Неджит книгас луас интереснен ныпонда кинрадейтаны чужан му датеданы бы история. Появился материал, вот именно краеведческий материал по экологии, где вот он вместе собран, обобщен этот материал. И сейчас читатели могут пользоваться этими книгами, потому что в основном вот такого материала было совсем крохи, и он разбросан по различным источникам. Позже соттанами книга априса «Das нёль уч» и «Быдморт вермас щетны ашис голос» библиотекалан ВКонтакте нима страница вылын объект понда, когда сиалыдя датчанажикан район понда. Продлится голосование до 1 декабря. Уже проголосовало 633 человека. И на первом месте пока у нас идет это Дикиты, ландшафтно-природный резерват. А вот Кристина Щелемчань Бырьесни радейтана бычем места. И сия думайте, мы посадиш олыщес, сыджа сия донтаны. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Это был Миан Быдас, Велич Панташа Машинасов нас, Быдас Бурса, Аджишлтадж.